Здравствуйте, меня зовут Екатерина Рубцова, я преподаватель литературы Бурятии. И мы продолжаем разговор о бурятских романах 20 века. Сегодня речь пойдет о трилогии «Похищенное счастье» Дашарабдана Батажабая. Около 6 лет ушло у писателя, чтобы выпустить этот роман. И с 1965 года больше никто не повторил этот подвиг, потому что именно Дашарабдан Батажабай описал не только бурятскую действительность, но и мировую, с Японии до Великобритании. Он описал мир накануне революции. Вспомним сюжет. Стержень повествования – это линия главного героя Аламжи. Все повествование сделано как испытание главного героя. И основными персонажами также являются отец Аламжи, Наван Чингис, его жена Жалма, сын Булат, друг Ван Тумер и главный враг Аламжи Самбу Лама. Все начинается в Агинском Дацане. Зима 1885 года. Аламжи вместе со своей женой, старшим сыном Буладом, которому всего 7 лет, и младшим грудным сыном приходят в Агинский Дацан для того, чтобы увидеть учителя Далай-ламы Туван Хамбо. И, конечно, ему помолиться. Вся надежда только на него, потому что никак не может Аламжи выбраться из дикой нищеты. И в этот момент, о чем же думали, задается вопросом Батажабай, о чем пришли просить оттиснутые в задние ряды бедняки и батраки? Задавленные нуждою и болезнями люди. У каждого из них была своя судьба, своя дума, как и у каждого человека свое собственное понятие о счастье. Но Аламжи арестовывают прямо во время молебна. К его косе, которую было принято у бурят носить в то время, конвоиры привязали вожжи, концы вожжей. Это было для того, чтобы шальная пуля, которая может попасть в Аламжи, если он задумает сбежать, не попала в самих конвоиров. Слишком многим нужен был этот арест. Самбу Лама давно уже заглядывался на жену Аламжи, а Туван Хамбо хотел устроить просто представление, чтобы затем отпустить Аламжи и тем самым показать, какой он добрый. На следующее утро Аламжи топором рубит свою косу. Таким образом, эта обычная этнографическая деталь становится уже символом угнетения бурятского народа. Всю свою жизнь, пишет Батажабай, Аламжи работал на чужих людей. Везде его обижали, обманывали, работал до кровавых мозолей, а юрты своей не нажил. Только представьте, вся семья Аламжи ютилась в лесу. Чтобы выбраться из нищеты, Аламжи решает поучаствовать в состязаниях по борьбе на призы Туван Хамбо. Это огромные деньги, 300 рублей. На них можно купить юрту и скот. Еще и на одежду останется. А ведь Аламжи мог жить богато. Когда-то, 7 лет назад, к его отцу Наван Чингису пришел богач. И они сговорились, что Аламжи женится на дочери богача, и все бы ничего. Но она уже была довольно-таки пожилой женщиной, пережила всех своих мужей. Мысль породниться с богачом Наван Чингису очень понравилась, поэтому он все-таки дал согласие на женитьбу дочери богача и своего сына. Однако он не учел, что у Аламжи уже есть невеста, телятница, сирота, Жалма. Было это в Тунке. Но так как Аламжи все-таки не хотел жениться на дочери богача, ослушался своего отца, чего делать категорически нельзя, запрещали обычаи. Нужно было возжечь светильник перед Бодисаттвой из собственного пальца. И Аламжи это сделал. Он поджег палец, от невыносимой боли упал в обморок, но отец даже после этого не пошел на попятную, а выбежал из юрты, нашел Жалму и стал топить ее в колодце. Каким-то невероятным чутьем Аламжи почувствовал неладное, очнулся после обморока, прибежал к колодцу и спас Жалму.
Из колодца Аламжи своей нечеловеческой богатырской силой вывернул брус и этим брусом ударил отца. Отец упал без сознания, окровавленный. Конечно, Жалма и Аламжи решили, что отец мертв, оставаться им в Улусе было уже невозможно, и они решили бежать. И следующий след героя – это Баргузин, где Аламжи вместе с Жалмой селятся у тунгусов. Они занимаются охотой, наконец-то вдоволь едят мясо и носят шикарную меховую одежду. Казалось бы, живи да живи, но Жалма говорит, что ей страшно жить в лесу, ее манят родные степи. Поэтому они снова возвращаются в свою родную Агинскую степь. Но вернемся снова в Агинскую степь. Соревнования вот-вот начнутся. Аламжи усердно готовится, не зря его имя позаимствовано из бурятского героического эпоса. Не щадя сил, пишет Батыжабай, целыми днями ворочал черный камень, поднимал бревно, взбирался на высокие горы. Рекомендую, кстати, почитать о том, как можно подготовить спортсмена к соревнованиям. Методику тренировки Батыжабай описывает очень емко. Всех победил Аламжи и уже надеялся на огромную сумму, но вдруг из Верхнеудинска приехал какой-то борец. Аламжи подумал, что и его он тоже сможет победить. Но когда начался поединок, Аламжи вдруг понимает, что перед ним его отец. И от этого потрясения Аламжи оправиться не смог. Поэтому отцу проиграл. И никаких денег, к сожалению, не заработал. Что делать? Пришлось всей семьей идти просить Самбу Ламу, чтобы он помог найти работу. Но мы помним, что Самбу замыслил жениться на жене Аламжи. Поэтому что делает хитрый лама? Он отправляет Аламжи в Тибет якобы отнести пожертвования. И пообещал, что в его отсутствие позаботится о семье Аламжи. Он выделил им 200 рублей, что немалые деньги. Аламжи вместе с женой покупает юрту, обзаводится скотом, детям покупают одежду и даже коня. Кажется, началась благополучная жизнь. Единственное, что приходится расставаться с отцом семейства. Следующий след героя проходит через Монголию. Аламжи и Шабдок Лама – посланцы Агинского Дацана. Путь их пролегает через монгольскую степь. И Аламжи с удивлением замечает, что, оказывается, на бедных и богатых народ разделяется не только в родной Агинской степи. Следующий след – это Тибет. И там нищих было еще больше, чем где-либо. В Тибете на Аламжи и Шабдок Ламу нападает разбойничье войско Ван Тумера. Шабдоку они отрубают голову, отбирают все золото, которое нужно было отдать для пожертвований. А самому Аламжи чудом удается убежать. Никто никогда не побеждал Ван Тумера. Про него ходила речь, что это головорез и разбойник. Но, оказывается, однажды Ван Тумер спас 7-летнего мальчика. Правда, получилось это случайно. Он просто хотел ограбить отца, но в сундуке вместо золота нашел практически мумию ребенка, Хуварака, которого за непослушание морили голодом. Теперь этот мальчик практически правая рука Ван Тумера. На этом и заканчивается первая часть трилогии. И мы видим, что Аламжи – это сильный духом человек. Это человек, который способен действовать, чтобы достичь счастья, что душой своей он связан и со всем бурятским народом, и со своим неспокойным временем. Вторая часть трилогии называется «В бурю». Она начинается с того, что во время отъезда Аламжи Самбу Лама стал частенько посещать жену Аламжи Жалму. И однажды он попытался даже силой ее взять, просто случайный гость спугнул его.
Но на этом лама не успокоился. Он выкрадывает младшего ребенка Жалмы, Балбара, и Жалма нигде не может его найти. От этого она заболела, слегла, и в юрте случайно начинается пожар. Еле-еле Жалма успела выйти из юрты, упала без сознания. Ее увезли к ссыльному лекарю. Затем приходит домой старший сын Булат, и что он видит? Юрта сгорела. Конечно, он подумал, что и мама тоже погибла. Идти ему некуда. Богач, на которого они с мамой работали, забрал все последнее добро, а мальчика просто выставил в голую степь. Никто, конечно, не догадывался о том, что младшего ребенка похитил Самбу Лама. Однажды он поместил этого младенца в специальный ящик-колыбель, который позволял расти ему только в ширину, а в длину нет. И когда тело мальчика было сильно изуродовано, чтобы привести верующих в священный трепет, он выставил ребенка на всеобщее обозрение, а прихожанам объявил, что в их Датсане родился новый бог. Самое страшное, что и Жалма приходила молиться на своего собственного ребенка, но к тому времени она уже сошла с ума и не понимала, что перед ней ее собственный сын. И во время этого молебна ребенок, к сожалению, скончался. Жалма решает утопиться. Ее тело вытащил на берег случайный свидетель. А это монгольская тюрьма. Именно там, после бегства от Ван-Тумера, служит наш главный герой Аламжи. И в тюрьме он знакомится с узником, которого никогда не видел в глаза. Но этот узник привлек его тем, что никогда не сдавался. Пел песни, ел за четверых. Сил у него было очень много. Явно он для чего-то берег. И Аламжи так понравился этот узник, что он помогает ему бежать. Конечно, за этот проступок его выпороли и выгнали с работы. Так Аламжи становится погонщиком верблюдов. Домой он вернуться не мог, потому что должен был в Датсан огромную сумму, которую украл у него разбойник Ван-Тумер. Но вскоре из этой работы его тоже выгоняют, потому что кто-то украл 4 тюка с товаром. Тогда Аламжи становится конюхом, но и здесь ему не везет. Конь случайно ломает ногу, и за это его выгоняют с работы. Затем Аламжи становится рикшей, то есть сам практически двуногой лошадью стал. И на этой изнуряющей работе впервые в сознание Аламжи вкрадывается мысль, а не начать ли грабить. Он даже стал на своей шее носить нож и заглядывать в кошельки своих богатых клиентов. Но вскоре ему подвернулся другой случай. Загорелся Датсан, в котором его друг Асор Лама служил. И тот украл огромную статую священную, и вместе с Аламжи они увезли ее. И выручили за нее огромные деньги. Поэтому теперь Аламжи мог вернуться в свою родную Агинскую степь. И спустя 4 года лишений он приходит к своей юрте, от которой остался только лишь черный круг и коновязь, что очень символично. Ни семьи, ни юрты не осталось, но коновязь, как символ хозяина дома, до сих пор стоит и как будто ждет его. Первым делом Аламжи поехал к своему, как он думал, благодетелю Самбу Ламе, чтобы разузнать о своей семье. Тот нашептал ему, что семья его разрушена из-за друзей Аламжи. Аламжи едет теперь к своим друзьям и узнает, что, оказывается, Самбу Лама разрушил семью Аламжи. И тут впервые наш главный герой срывает медальон, который был подарен когда-то его отцом и на который Аламжи молился, плюет в него и выбрасывает в реку.
То есть перед нами как раз бунт маленького человека. После этого Аламжи вернулся в дом Самбу-ламы и задушил его. Теперь, конечно, Аламжи вынужден был скрываться. Он подался в монгольские степи, где однажды увидел голову своего отца на шесте. Ненависть захлестнула Аламжи, и он решил примкнуть к отряду узника, которого он спас когда-то. Им оказался тот самый разбойник и головорез Ван Тумер. Теперь они с Аламжи стали лучшими друзьями. И однажды вернулись в Вагинские степи, где повстречались с очень грязной, безумной женщиной, которая несла на руках маленького ребенка. Сомнения закрались у Аламжи. Может быть, это и есть его жена Жалма? Тем более, что она говорила, будто у нее когда-то было 2 сына, а муж пропал. Следуя за ней в ближайший улус, Ван Тумер и Аламжи увидели сходку, на которой выступал молодой парень. Очень не понравились Аламжи речи этого парня о том, что надо убить всех богачей. И Аламжи схлестнулся с этим молодым человеком, который, как оказалось, был Булат, старший сын Аламжи. Тогда, 4 года назад, в степи мальчика подобрала сильная революционерка Татьяна Львовна Искрова. «Революция – это дорога к счастью», – говорит Булат отцу. Аламжи и Ван Тумеру не понравились эти революционные речи. «Счастье», – повторяет Аламжи, – «счастье. Всю жизнь искал я его и всю жизнь прожил бедняком». То есть для Аламжи счастье – это то же самое, что богатство. Сын Булат говорит отцу: «Станем свободными, а значит счастливыми». То есть для Булата счастье – это свобода. Они с отцом не могут понять друг друга, договориться и, к сожалению, расходятся и во взглядах, и во мнениях навсегда. Кстати говоря, дословный перевод романа «Похищенное счастье» звучит немного по-иному – «Заблудившаяся судьба». Поэтому прежде всего путь Аламжи – это не только путь поиска счастья, но и путь поиска своей судьбы, своего предназначения. И в этот переломный момент эпохи. Третья книга, которая называется «Обретение», начинается с того, что прошло несколько лет. Аламжи приезжает в Борзю вместе с мальчиком, на вид ему лет 5-6. Называет он его Алзабоем. Оказалось, что та безумная женщина с ребенком на руках и есть жена Аламжи. Однажды Аламжи вышел искать работу и запер свою жену в юрте. Но Жалма сбежала. С тех пор вот уже целый месяц Аламжи с приемным сыном ищут ее и не могут найти. Он просто еще не знал, что жена сбежала на скотомогильник, стал там жить, что очень не понравилось одному из лам. И он начал говорить, что Жалма на самом деле оборотень, и ее нужно уничтожить. Однажды они вырыли яму для Жалмы, сбросили ее туда при всем честном народе, но старший сын Булат вовремя подоспел, спас мать и поместил ее в больницу в городе Чите. В поисках Жалмы Аламжи случайно сталкивается с Ван Тумером и принимает решение поехать с ним на войну, взяв при этом своего маленького 5-летнего приемного сына Алзабоя. Вместе с ним в заплечном мешке Алзабой участвовал в сражениях, подсказывая отцу, когда его вдруг со спины ждала опасность. Люди, видя это, попросили Аламжи не брать с собой ребенка, но Алзабой все-таки погибает от случайного пушечного выстрела. Вскоре Аламжи узнает, что, оказывается, Жалма жива и она лежит в больнице. Тогда у Аламжи закралась мысль помириться с сыном и воссоединиться со своей семьей.
Он едет в Читу на верблюде, но попадает в буран. Вместе с верблюдом они упали во враг, и их замело снегом. То есть роман начался с зимы, с января, и закончился тоже глубокой зимой, что очень символично. Аламжи погибает, а в это время совсем рядом, с другой стороны горы, идет его сын Булат. Он несет знамя революции, которое спасает вместе с Татьяной Львовной Искровой. То есть мы видим, что связь поколений не прерывается. Батажабай показывает, что жизнь народа тесно переплетается с историческими событиями, что какие-то дипломатические интриги, замыслы правительств друг против друга на самом деле непосредственно отражаются даже на жизни бедного героя-труженика бурята. Рассмотрим систему персонажей. Мы видим, что характеры персонажей трилогии подчинены основной идее – борьбе между похитителями счастья и теми, у кого это счастье отняли. И все персонажи делятся на похитителей счастья и на обделенных счастьем. Похитители счастья – это властимущие, то есть богачи и духовенство, те люди, которые вершат судьбы других людей. И подручные богачей – люди, которые сами не участвовали в преступлениях или произволах, но помогали в этом богачам, и при этом они имеют резко отрицательные моральные характеристики. К властимущим относятся такие персонажи, как Самбу Лама, главный враг Аламжи, богач Намдак, богач Шаралдай. Про него Батажабай пишет: входя в любую юрту, он постоянно забывал все слова, кроме «плати долги», «возвращай лошадь», «приведи корову». Тайшаном Сарай от жадности мог проглотить собственный плевок. Еще он украл пенсне, чтобы выглядеть перед другими более влиятельным. Как мы видим, сатира – это характерный почерк Батажабая. Можно сказать, он так характеризует отрицательных персонажей, как будто пригвождает их к позорному столбу. Ну а к людям, которые обделены счастьем, можно сказать, к товарищам по несчастьям, относятся бедняки. В первую очередь, конечно, Аламжи, также друзья Аламжи, Горбун Галсан и Шара-Дамба. В описании персонажей мы можем проследить и фольклорную поэтику. Это постоянный эпитет. Например, Аламжи все время сутулый. Это подчеркивается Батажабаем. Жена богача Намдака – толстая рыжая жена, что тоже неоднократно звучит на страницах романа. Сравнение с представителями животного мира позволяет дать меткие характеристики. Богач Намдак – это гриф, который пожирает людей. Самбу Лама тоже сравнивается то с хищной птицей, то с хищным зверем. Также подчеркивается поэтика бурятского улигера, сам могучий Батыр Аламжи и его красавица, жена Жалма. Описывается невероятная физическая сила героя. Он может поднимать камень, бревна лиственницы. Симпатии автора на стороне противоречивых сложных натур. Таким является главный герой Аламжи. Мы можем проследить прием раздвоения героя, когда внутри него происходит борьба между добром и злом, между созиданием и разрушением. В общем, все как в жизни настоящего живого человека. И Аламжи воплотил в себе силу народа, и слабость народа. Мы видим эти противоречия в том, что он, с одной стороны, очень богобоязненный, с другой стороны, смелый и решительный. С одной стороны, он нарушает заветы предков, с другой стороны, придерживается их. То есть трагедию бурята-бедняка Батажабай видит в том, что он обречен на гибель, несмотря на все свои незаурядные силы, несмотря на стремление выбиться из нищеты. Ничто не может ему помочь в этом.
Трилогия «Похищенное счастье» – это действительно очень увлекательное и захватывающее произведение. В рамках нашей лекции не удалось охватить все. Так, за кадром осталась еще и шпионская линия романа. Вы можете ознакомиться с этим произведением, записавшись в детско-юношескую библиотеку. Тем более, что в следующем году у писателя Дашрабдана Ватажабая 100-летний юбилей.